Я родился в 1925 году. Но месяц я не знаю, когда метрики потеряны у меня, поэтому я не знаю. Родился это Ленский район, село Мухтуя. Отец занимался хлеб сеял, он был ямщиком, и летом хлеб сеяли, картошку садили. В общем, мне было 10 лет, нет, 9 лет, однако. Умер отец. Потом после этого, через год, мать заболела, тоже долго в больнице лежала и умерла. А нас потом увезли в Якутск. Это приезжала сестра мамина. Она увезла нас в Якутск. В Якутске нас всех распределили, младшего самого, до матери ребенка, 2 сестренки, одну в коммуну, другую в детдом, меня тоже в детдом. 2 года я там пробыл только всего. И 14 лет нас почему-то отправили в Якутск учиться на столяров. Там есть такая организация Якутстройпрест, он и сейчас, наверное, есть. Но мы в мастерской работали, учились работать. Нас кормили, в общем, как детдомовские были. Получали зарплату, нас считали как взрослыми. Нам было по 17 лет почти что. И в 1943 году меня призвали в армию в мае месяце, первый набор. Нас, молодых, обучали быстро, 2 месяца, как говорится, штурмовали. И через 3-й месяц нас, в общем, подготовили, стали, политзанятия все время, каждый день. И сказали, что идет сражение на Курской дуге. Наверное, в общем, может быть, вы попадете туда, потому что от нас, с нашей стороны, войск много стали требовать, потому что там войска много стояло, боялись, что нападет японец, поэтому войска там держали. А когда этот Сталинград наши отстояли, немцы это разбили Павловск, тогда эти японцы отошли, не стали в это лезть. И поэтому войска оттуда все стали перебрасывать на запад. Политзанятия почти каждый день, откуда-то они сводку берут там, и нам все рассказывают, готовят. В общем, рассказывают, какие бои идут, как идут. На Курской дуге потом стали передавать, что наши там начинают побеждать. Поэтому мы ехали северной дорогой, там ремонты идут, войска много едут, ведут, везут, танки идут. Нас тоже в одну станцию подвезли, высадили. Дальше, говорит, дороги нет, пойдете пешком. Нас с эшелонов выгрузили, и у нас своя техника немножко была, там кухни, да всякие, все-таки же полк, да, народ там порядочно, пехота своими колоннами, сзади хозчасть, там пошли в сторону Минска, только севернее немножко Минска. И потом «Катюши» шли туда. В общем, много тут такое, что пехоты много шло. И нас тоже. Мы тоже все колоннами. Ну, там и днем, и ночью шли. Некоторые раз частенько самолеты наскакивали. Но наши самолеты, истребители, хорошо караулили, не подпускали к нам.
У нас ни винтовок, ничего не было. Вот там, пока мы ночь стояли, там немножко нам дали кое-что. Потом, говорит, вы остатки доберете и будете ехать западнее. Там, говорит, есть, ну, кое-где будете попадать на места, где вас вооружать будут, кормить будут. В общем, двигайте туда, их команды дали туда и нас повели. Сперва на поезде везли, а потом выгрузили, где пешком, где бегом, где маленько на машинах. Ну, большинство пешком шли. Ну, слышно было, передний край-то бой идет. Бои все время не останавливались. Это канонада идет, и даже местами подходит, стрельба слышна, пулеметные стрелки. Это, потому что линия фронта неровная, где вперед, где назад. Не дошли немножко до переднего края, остановили. Там, говорят, нужно подготовиться, тут команда будет куда и где вы будете говорит, наступать. А сказали, что ну, там вроде бы не мучения делали, а ознакомливали, потому что у нас молодежь вся была. Первый набор 43-го года. Совсем пацаны, совсем мало обученные, даже не обстрелянные. Нас поставили на крыльях, чтобы нам закрыть отход. Но там местность плохая, это никак невозможно. Техники мало. Ну, не знаю, я там только... Мы простояли неделю, говорят, что подожди, пока группировка все закончится, и формировка закончится, потом наступление начнется общее сразу. Мы на передний край вышли, говорят, завтра с утра начнется наступление будет. А команда, говорю, слышите? Утром рано, говорит, начнется подготовка. Ну, правильно. В 6 утра подготовка началась по темну еще. В 4 часа они долбили ее, переднюю линию. Ну, а потом пошли в атаку. Вот. Ну, в атаку мне, конечно, не удалось далеко уйти. Меня задело. А потом у меня еще глаза там заболели, это где-то дымные шашки жгли чертовые. И вот я немножко отравил глаза свои. Но оттуда потом меня задело, голову процарапало. Я, когда оглушил, я упал. Тут потом подошли ребята, подняли. Что такое, почему упал? Ну, смотрит, у меня это, не каска была, а это вот вроде шапки такой. Я сбил, а тут все, у меня кровь, не вижу ничего. Ничего, сейчас пойдете обратно в санчасть. Тут еще один раненый появился, у него в руку ранило сильно. Вот еще нас трое потом стало. А мы далеко, оказывается, не отошли. Давай к санчасти туда. Где ползком, где как. У нас один этот в руку раненый был сильно, так он его все это сняли, рукав оторвали ему, маленько забинтовали там чем-то. Потом шинелку обратно накинули, по ремнем привязали ему. И он рядом со мной шел, и тут еще один шел. А я не вижу. Я говорю, а меня ведите. Я говорю, я не вижу ничего. Ну вот. И вот так мы до санчасти кое-как доползли, добрались. Ну, нас быстро тут обработали, маленько полежали и повели. Тут какие-то откуда-то лошадь появилась с телегой. Давайте садитесь и везите. Тут много раненых стало. Что-то больше 2 десятков. Потом, говорят, этот эшелон
нужно сопровождать с боеприпасами или еще в общем, секретным оружием куда-то на восток. Ну, я попросился, я говорю, давайте я восточник, может, меня туда возьмете. Ну, они меня это тоже взяли. Еще тут один тут парень был, этот Середа Михаил. Он тоже откуда-то, где-то из-под Иркутска. Набрали нас около 20 человек, эшелон сопровождать. Говорят, очень секретный. И 2 офицера. Ну вот. И нас быстренько перебандировали, и оружие дали, и все, поехали сопровождать. Вот мы и ехали до где-то Иркутск проехали, Улан-Удэ проехали, потом какой-то еще город был тут. И станция «Зима» там есть такая. Большие склады. Вот там мы сдали это, эшелон свой. А нас туда, нас в Иркутск, в Иркутск, в Читу отправили, там от Читы не так далеко. Ну вот нас я и попал туда, Чеченский, 36-ю армию. Вот. А потом в 1945 году, война когда кончилась, отечественная, я в госпитале лежал, праздник встречал в госпитале, День Победы. А потом, когда выписался из госпиталя опять, и тут подготовка была, говорят, в августе месяце поедем говорит, на восток. Я туда, на Манчжурию. Война, говорит, с Японией будет. У нас вперед не говорили, что война будет, но что-то вроде этого говорят. Но поедем, говорит, там учения будут. Нас увезли к Манчжурию в начале августа. Быстро по тревоге подняли нас тут ночью, утром рано, чтобы и на границу. А там граница, наверное, с километр. Нас туда, прямо к самой границе подвели. А там старые окопы есть туда. Утром рано, как рассветает, от подготовки, как говорится, проработает. И увидите ракеты, и пойдете через границу. Вот. И началась война с Японией. Шли недалеко от железной дороги. И вышли к этому Хайлару. Вот, говорит, будете брать Хайлар, укрепрайон. Ну, мы сходу город взяли, а город, как его, укрепрайон-то недалеко, с километра-два, наверное, от города. Мы в укрепрайоне были, продуктов нет, а кушать нечего, кухня не заходит. Ну вот нас туда 4 человека отправили за продуктами. Ну вот я видел это, как они, оказывается, такой бугор, и прямо к городу подходят. А по бугру, а внизу туда город начинается. Ну вот, поэтому мы тут прибежали, тут продукты попросили, это старшина там наш был, у старшины. Он нам продуктов дал, еще 2 человека дал, и патронов все это дал. И тащите, говорит, туда все. Укрепрайон начали брать. Но мы на первый же день мы заняли несколько дзотов. Нашли там такую вещь. Противотанковый ров большой. Он в середине. Не в середине, но от края далековато. Тут несколько дзотов. Мы туда зашли, а потом комбат пришел, и посмотрели. Мы в середине, кругом нас японцы.
Он говорит, а что вы делаете? Надо обратно уходить. Они говорят, нас ночью гранату закидают. Ну, а потом там еще офицеры были, говорят, и что-то поговорили, и сказали, что не будем отходить, останемся тут. Только дозора поставим побольше. И еще, говорит, подождем. А то, говорит, мы, говорит, туда обратно выйдем, завтра обратно надо в бой атаковать надо. Я тоже в дозоре лежал 2 часа. Дождь пошел. Вот дождь-то хорошо был. До этого дождя не было. Воды нету. Пить нечего. Вот дождь, когда на нас ночью пошел, то хорошо было. Там кто плащ-палатки ставил, собирал маленько, кто рубашки. Я, например, в рубашке был, ну, пускай меня промочит, хоть тело отдохнет. Гимнастерка у меня, бедная, почти что вся разорвалась. А это из апреля. Да. Ну, я потом тут мало-мало ее подштопал, да, одел, да, ничего. И так потом долго ходил еще, потом даже до Харбина дошел до этой гимнастерки. К концу августа немцы и японцы стали сдаваться. Они подписали капитуляцию. Вот мы этот город, крепость не могли взять. Если бы они не сдавались, то они нас бы там всех переколотили. Раз война кончилась, все. Тут ребят убитых всех собрали много, вытащили на поле. Потом с города пришел духовой оркестр, и нам сказали, давайте, собирайтесь, выходить будете. Сейчас у вас там будет, говорит, оркестр встречать. А мы, говорим, куда? А вы, вас поведут дальше. Вы пойдете, говорит, на Большой Хинган, потому что Пульбат ушел. За ним, говорит, вы пойдете. Ну вот. А он, Пульбат, что он с боями он по дороге идет и идет. А японцы в сторону уходят. Ну вот нас поперли туда, на Большой Хинган, оттуда. Вышли мы под духовой оркестр, а тут бедных наших ребят положили, как говорится, попрощаться. Потом и у нас что бои были в Хингане. Хребет был, а там туннель большая. Хотели сперва по туннелю пойти, а там сказали, что туннель заминирован. Ну вот, пока не разминируют, туда лезть нельзя. Ну, нас отправили поверху, через бугор, через хребет. Ну вот мы туда сунулись, а там нас встретили с огнем. А там между гор проход. С обоих сторон этого прохода орудия стоят. Они были спрятаны в гору, они их оттуда выкатили, пока мы тут собирались. Когда колонна двинулась, они Пульбат пропустили туда, а эшелон-то и колонна-то только вышла, они из орудий, давай понужать по ней. Они сразу подбили передний танк. Он подбитый развернулся и дорогу всю закрыл. И давай по заднему, а задние там эти 1 или 2 эти смертники прыгнули. Они, говорят, сейчас будут прыгать, взрывать танки и эти орудия, и все. Как раз черт меня подсунул здесь стоять внизу, около станции. Подошли 2 танка, говорят, давайте по 5 человек на танк. Будем, говорит, прочесывать бугор около дороги. Ну, я тоже сел, залез на танк и поехал. Первый танк пошел, за ним наш танк пошел. Немножко прошли, на бугор поднялись туда, по краю.
где те прыгали, подорвали самоходку, долбанули этот, там весь как закорожил, там ребята все полетели туда. Да вот немножко метров 30 или 40 проехали. Я смотрю, и этот кричит: смотри, говорит, японец вылазит. А он метров 30, наверное, вылазит оттуда, с ямы. И он такая нора там, оттуда, и замаскированный этим травой. Как будто трава большая. А он сразу заметил, он лезет, а трава шевелится. Он, смотри, говорит, он, смотри, японец ползет к нам, к танку. Да, а вот тот почему-то не стрелял, а командир-то в танк раз туда и закрыл люк. А я служу близко, он метров 20. Я с автомата как резанул его, и взрыв. А попал-то ему, он на груди у него был этот взрыватель, наверное, взрыватель попал. И он как рванет это. А этот, что-то, я не знаю, почему он там дергает зад-вперед. Ну, а я выстрелил, когда потом за башней был-то. Он толкнул, как дернулся, я полетел оттуда с танка. Не зацепился, а автомат бросил вперед и сам прыгнул туда. Ну, немножко ушибся, но ничего, это танк там, ну, высота метра 1,5, наверное. Спрыгнул туда, упал. Потом он тоже вылез, командир ко мне туда прибежал, там ребята уже прибежали. Живой? Я говорю, да я живой, ничего. Тот спрашивал, фамилия как твоя? Я ему сказал фамилию свою. Ребята тут были, они сказали, все, что рядовой Дианов, такой-то там части. Я был в ПТРе, с ПТР, говорит он. Ну вот, ну и так. Меня туда ребята увели на станцию. Ну, мы там уже были-то. Потом уже пошли дальше на Хинган. Потом он меня разыскал и привез мне орден славы 3-й степени. Это тебе, говорит, за спасение нашего танка и меня. Я, говорит, сам все сделал для тебя, постарался, говорит, и орден добился, чтобы выдали тебе, и вот и тебя разыскал, говорит, потому что мы, говорит, здесь все время, кажется, вместе с тобой ходим. Потом нас всех оттуда выслали уже домой, это в Читу. В 1946 году нас часть начали расформировать, Читинскую. Ребят большинство отправили на Владивосток, морфлот. А я по здоровью маленько был поранение, до контузии, не подошел. Меня в 6-ю танковую отправили. Вот. Я не в своей дивизии ушел, а из 6-й танковой армии ушел. Он куда перебрался.